Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Приветствую всех. Мир вашему дому. Сегодня 18 августа 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину, 19 часов 1 минута по городу Джохару. Я вас всех, друзья, приветствую. Сердечно просто. Наш стрим, как обычно, вещает на канале, сегодняшний наш стрим вещает на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Путин сдал Сербию ради рукопожатия с Трампом и красной дорожки на Аляске?» Вопросительный знак. Об этом и многом другом давайте поговорим. Все те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не распространяйте ссылку на наш стрим и не пишите комментарии. Я объявлен иноагентом в фашистской Русне. Моя организация, несмотря на исключительно мирные и правовые меры, объявлена экстремистской. Поэтому ваша безопасность превыше всего, друзья. Все остальные, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно пока. Пока смотреть безопасно, друзья. Пока смотреть безопасно нас. А вообще я бы посоветовал бы всем иметь запасной телефон, на который устанавливается VPN. Это, конечно, не каждый может. Это очень неудобно. И так далее. Но было бы самым правильным, если бы вы обзавелись бы каким-нибудь другим телефоном, туда вставили не на свое имя сим-карту. Сейчас, правда, мобильный интернет отключают. Но все же, если он есть, пока он есть, и смотреть нас так. Как-то так. Сейчас я вам расскажу немного новостей о событиях, которые сейчас в данный момент разворачиваются. Как известно, после того, как террорист Путин прилетел на Аляску, встретился с президентом великой страны Соединенных Штатов Америки, навстречу к Трампу в Вашингтон сегодня прилетели уже представители европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский. В связи с этим поступают разные новости. Берлин требует прочных гарантий безопасности для Киева. Украина даже после прекращения огня и заключения мира должна быть в состоянии эффективно себя защищать, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. По словам министра, гарантии безопасности для Киева должны стать центральным вопросом на переговорах в Вашингтоне 18 августа, то есть сегодня. Для достижения справедливого и долгосрочного мира Москва должна наконец начать действовать. Пока этого не произойдет, давление на Россию необходимо усилить, в том числе путем увеличения помощи Украине, добавил Вадефуль. Наконец, канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что Киев может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев в условиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и Европы в области безопасности. В эфире телеканала АРД Мерц указал, что Трамп на переговорах с европейскими союзниками после саммита на Аляске очень четко и недвусмысленно заявил об американских гарантиях безопасности для Украины. Кстати говоря, то, что сейчас предлагает Трамп, это очень круто. И ему даже можно простить красную дорожку, которую расстелили перед Путиным. Потому что если Соединенные Штаты Америки напрямую дадут гарантии, как они дают эти гарантии Южной Корее, Японии, Израилю, если они дадут эти гарантии Украине,
то это просто будет очень круто. И что сказал Трамп коротко, тоже это уже Телеграф сообщает. Трамп сказал Зеленскому, что может почти сразу, в кавычках, цитата, почти сразу, прекратить войну России с Украиной, если откажется от своих амбиций НАТО и согласится не возвращать Крым. Понимаете, да? Так. И тоже очень интересная новость, которая должна была, конечно, 3,5 года назад быть уже озвучена. Но поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод в РФ, заявил венгерский министр Петер Саярто. Он обвинил Киев в попытке втянуть Будапешт в войну. Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну остановилась. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо, заявил министр. Позор этому министру. Подробности атаки не приводится, приводить не стал. По словам Сиярто, российские специалисты заняты ремонтом трубопровода, однако пока не знают, когда возобновится отгрузка. Словацкий оператор нефтепроводов Транспетрол сообщил Reuters, что подача нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» прекращена по причинам, которые находятся за пределами Словакии. «Дружба» – крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре он делится на северную и южную нитки. Северная проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии, Литвы. Южная тянется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Мне кажется, сейчас, в настоящее время, да и уже 3,5 года, уже больше, покупать нефть у России, европейским странам, это просто прямое предательство не только Украины, да, здесь, но и самих себя, своего народа, всех ценностей, которые достигли на западные страны, европейские страны. Стелла, благодарю вас. Вот такие вот вещи происходят. И немножко поподробнее, о чем сказал Владимир Зеленский, о чем сказал Дональд Трамп. Владимир Зеленский может завершить войну практически немедленно, заявил Дональд Трамп. Для этого, по мнению президента США, Украине нужно отказаться от претензий на аннексированный Россией Крым и вступление в НАТО. В противном случае, по словам Трампа, Киев должен будет продолжить борьбу. Вспомните, как это начиналось. Нет возвращению отданного Обамой Крыма 12 лет назад без единого выстрела. И нет вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи не меняются никогда, написал президент США в своей сети Truth Social. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, что уже прибыл в Вашингтон. По его словам, Киев стремится к длительному и настоящему миру. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. Не так, как это было 2 года назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока, часть Донбасса. А Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы гарантии безопасности в 1994 году, но это не сработало, отметил Зеленский. Как сообщил Белый дом, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 18 августа в 13:15 по московскому времени. По местному времени, извиняюсь. На 15:00 запланирована встреча Трампа с европейскими лидерами. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что одной из центральных тем переговоров в Вашингтоне станут гарантии безопасности Киеву. Далее. Российская Федерация вновь атаковала дронами азербайджанскую нефтебазу
Сокар в Украине. В результате попаданий БПЛА повреждены все резервуары общим объемом около 16 тысяч кубометров, а также здания насосной станции, операторские, весовые и технические помещения, сообщает издание Минвал и другие азербайджанские СМИ. Нефтебаза азербайджанской госкомпании «Сокар» находится в Одесской области, которую в ночь на 18 августа атаковали российские дроны. Этот нефтяной терминал уже подвергался российской атаке 8 августа. Тогда власти Азербайджана обвинили РФ в целенаправленных ударах по объектам страны на территории Украины. У Сокара около 60 автозаправок по всей Украине, а также несколько нефтебаз. Владимир Путин согласился на некоторые уступки для обмена территорий с Украиной во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске, утверждает спецпосланник президента США Стив Уитков. В интервью CNN он не уточнил, о чем именно речь идет о уступках, но предположил, что Кремль теперь видит обмен территорий на нынешних фронтах, а не в административных пределах хотя бы некоторых из 5 регионов Украины. Кроме того, Уитков утверждает, я не понял, правда, вот эту фразу, может, она с украинского так переведена, это Deutsche Welle на украинском, что Путин согласился наверное, на гарантии, сильные гарантии безопасности для Украины от США в рамках возможного мирного соглашения, назвав их защитой аналогичной статье 5 НАТО. Также, по его словам, глава Кремля согласился на законодательное укрепление Москвы, что Россия не будет нападать на любую другую территорию Украины и других европейских стран. Сам Трамп написал в воскресенье в соцсетях о большом прогрессе в отношении России, но не сообщил никаких подробностей. Вот такие вот интересные вещи, друзья, происходят. Очень интересные. Так, у меня здесь была... Нет, это у меня осталось на другом носителе, к сожалению. Была тоже интересная информация, которую надо было бы... Так, давайте, приветствую всех, я, друзья, приветствую. Друзья, всех приветствую. Украина откажется от Крыма, как думаешь? Да, я думаю, Украина откажется от Крыма ради того, чтобы остановить войну. И, сейчас пока идут переговоры, на мой взгляд, Украина откажется от Крыма. И Крым перейдет под контроль, я полагаю, Турции. Посмотрим, будем наблюдать. Будем наблюдать. Я об этом уже говорил ранее. У меня было такое предположение, что Крым и Севастополь, морская база, перейдет под контроль Турции. И остановка от всех боевых действий по линии соприкосновения. От них не отказываются. Но от Крыма, наверное, так. Сейчас пока очень трудно судить, потому что пока еще нет ясности. Переговоры Зеленского и Трампа еще не состоялись. И мы потом узнаем все. А ведь недавно говорили, что не отдадут. Это только мое мнение. Подожди, Виктор, я не знаю ничего. Может, украинцы не отдадут. Мы же этого не знаем. Но если, например, есть такие гарантии, Россия пропишет... такие вещи сейчас пока еще рано обсуждать. Потому что дело в том, что Россия в законодательном порядке пропишет, что она не будет нападать на Украину. Но это просто смешно, это даже говорить смешно. Мы последние 30 лет видим, что Россия не свою конституцию. Давайте начнем с 93 года, когда Россия незаконно вписала нашу Чеченскую республику в свою конституцию. И потом мы ее переименовали в Чеченскую республику Ичкерия. Россия неоднократно давала гарантии Украине, что она не нападет. Она
одна из, там все требуют от Англии, от Великобритании, от Соединенных Штатов Америки, что они давали гарантии, там всего лишь меморандум был, но все равно только о них говорят. А Россия это тоже была одна из подписантов того меморандума, что она не нападет, обещала. Плюс братьями называла там и так далее, и так далее. Мы все это знаем. Что она там пропишет? Закон на России ничего из себя не представляет, понимаете? Конституция это Филькина грамота на России. Поэтому это все чушь собачья. Но я хотел сегодняшний, как свой стрим назвал, Путин сдал Сербию ради рукопожатия с Трампом и красной дорожки на Аляске. Я хотел поговорить об этом. Я ничего утверждать не берусь. Сразу вам сообщу об этом, чтобы не говорили, что я что-то утверждал. Но хочу провести очень интересную аналогию. Мы знаем, что на встречу в Аляску вместе с Путиным не прилетели военные, не прилетел начальник генштаба, прилетел министр обороны, который фактически гражданская должность. И обсуждали какие-то дела. Быстро пришли, быстро прошлись. И фактически, знаете, да, война, скорее всего, может быть остановлена, потому что мы уже несколько раз это слышали, и ее так и не останавливали. Но при всем при этом мы видели легитимизацию Владимира Путина. Легитимизацию Владимира Путина. В связи с этим мне очень хочется процитировать одного великого американца. Великого американца. А в частности, Бенджамина Франклина, родившегося в 1706 году, умершего в 1790 году. Это один из отцов-основателей США, выдающийся политический деятель, дипломат, ученый. Он участвовал в создании Декларации независимости США в 1776 году, Конституции США в 1787 году, был послом Франции, где добился союзнической поддержки в войне против Британии. Франклин олицетворял собой сочетание прагматизма, морали, веры в просвещение, за что его почитают как символ американского духа и здравого смысла. А сказал он следующее: «Тот, кто жертвует принципами ради выгоды, в итоге потеряет и то, и другое». То есть потеряет и выгоду, и принципы, раз он ими жертвует. Владимир Путин является преступником. Федеральная служба безопасности является кровавейшей, преступнейшей террористической организацией, на руках которой кровь моего народа. Более 250 тысяч убитых наших граждан всех национальностей и всех вероисповеданий, среди которых 42 тысячи детей. Владимир Путин, Патрушев взорвали свои дома для того, чтобы обвинить в этом нас, не только дома, другие объекты, метро, троллейбусы, автобусы, все, вокзалы, что только не взрывали русские террористы из ФСБ и их вооруженные силы. Владимир Путин, Патрушев совершили страшные преступления против Грузии. Эта же организация и эта же страна во главе вот этих лиц совершила страшнейшие преступления против сирийского народа. Мы видели бомбардировки, страшные бомбардировки этой страны. Сколько было убито женщин, детей, мирных граждан. Огромное количество было убито. Россия совершала террористические акты против Соединенных Штатов Америки. В частности, теракт в Бостоне. Я уверен, что и 11 сентября за этим стоят российские спецслужбы. Я приводил этому неоднократно доказательства.
косвенные доказательства, но доказательства, которые могут свидетельствовать об этом, о том, что за этим стоят российские спецслужбы. Российские спецслужбы платили афганским бандитам деньги за то, чтобы они убивали американцев. Российские спецслужбы, ФСБ, их вооруженные силы убивали по всей Европе, по всему миру людей, в том числе чеченцев. Это страшная террористическая организация, которая не имеет никаких рамок и ограничений. И пригласить Путина, и вначале мы видели, какое отношение было к журналистам, нельзя их называть журналистов, пропагандистам и так далее. Ну, они приехали в худи или в майке СССР и так далее, и представили своему внутреннему вот этому плебсу и о том, что якобы они ведут там договоренности наподобие Ялты или Тегерана 1944 года, 1943 года, о переделе мира. И Соединенные Штаты Америки являются лидерами свободного мира из-за своих принципов. И именно поэтому я уважаю эту страну. И именно поэтому я обращаюсь к этой стране, к этой нации. Да, президенты уходят и приходят. Но авторитет и имя, оно остается у государства. Страна, которая приглашает на красную дорожку, пожимает руку. Да, там можно пожимать руки некоторым бандитам, террористам для того, чтобы добиться каких-то целей. Иногда ведут переговоры с террористами, с бандитами, с маньяками, чтобы обезвредить их. Но я не знаю, как будут обезвреживать после того, как пролетел, пообщался и так далее. И на мой взгляд, это было сделано потому, что Путина простили, на мой взгляд. Его не будут привлекать в Международный уголовный суд, который, фактически уже недееспособен. И террористическая, я надеюсь, я ошибаюсь, но террористическая банда ФСБ тоже прощена. Система КГБ, СССР, ФСБ не будет полностью уничтожена и объявлена террористической. Слишком много, что у нее есть дать. В частности, на мой взгляд, протесты, которые начались в Сербии с ноября 2024 года, после трагического инцидента, обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где погибло 16 человек, вызвали протесты. И вот с тех пор было такое вот движение. Потом 7 марта 2025 года были тоже протесты. Протесты были с требованием за отставку Александра Вучича, того самого Вучича, который буквально вот в мае, 9 мая прилетал в Москву, и Путин, которого благодарил его за то, что тот прилетел к нему. Досрочные парламентские выборы требуют протестующие, ответственность за трагедию, соответственно, в Нови-Саде, и реформа и борьба с коррупцией. Но события немножко утихли. И до 13 августа протесты практически не проявлялись. До 13. Но 13 августа, то есть за 2 дня, когда Путин прилетел на Аляску, в Нови-Саде произошли столкновения между сторонниками Вучича и антиправительственными протестующими, что усилило напряженность. 14 августа протесты обострились. В Нови-Саде демонстранты разгромили офис Эссенс, обвиняя партию в коррупции. В Вербасе произошли столкновения между протестующими и тетушками.
Пострадали не менее 50 человек, включая 16 силовиков. В Белграде начались стычки с полицией. 15 августа, в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, массовые беспорядки охватили несколько городов. В Белграде полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. В Нови Саде протестующие пытались поджечь офис СНС, что Вучич назвал попыткой сжечь людей заживо. А также Вучич сказал, что это оранжевая революция и рука Запада. 16 августа столкновения продолжились в Белграде, в Нови Саде, в Валево. Протестующие подожгли здание администрации и офис СНС Валево. Закидали полицию фейерверками. Полиция применила газодубинки. Пострадали не менее 80 гражданских и 127 силовиков. 17 августа, пятый день массовых протестов. В Белграде демонстранты подожгли мусорные баки и бросали фейерверки в полицию. Ситуация достигла критической точки с блокадами дорог и баррикадами. На 18 августа Сербия находится в состоянии глубокого политического кризиса. Протесты, начавшиеся из-за трагедии в Нови Саде, переросли в общенациональное движение против Вучича и его режима. Обострение после 15 августа связано с радикализацией протеста, применением силы, полиции и столкновением с провластными группами. Вучич удерживает власть с помощью репрессий и внешней поддержки, но его позиции ослабевают из-за масштаба протестов и экономического ущерба. В краткосрочной перспективе он, вероятно, сохранит контроль, но в среднесрочной перспективе давление общества может привести к его отставке или досрочным выборам. Вот такая вот ситуация произошла. И мне это напомнило аналогию с Чеченской республикой Ичкерия. Мы, европейское государство, созданное по праву, международному праву, в соответствии с Конституцией Ленинского, Сталинского и последнего образца Советского Союза, в соответствии с международным правом, по воле народа, честным, открытым, волеизъявлением народа, референдумом, проведенным путем представительств от каждой тысячи чеченцев еще в 90-м году, еще до развала Советского Союза. Советский генерал бывший советский генерал Джохар Дудаев был избран председателем этого съезда, общенационального съезда чеченского народа. Затем, когда Советский Союз развалился, мы избрали себе президента, Джохара Дудаева народ избрал, парламент избрал чеченский народ, европейские страны, западные, все страны приветствовали это. Средства массовой информации, такие как «Голос Америки», «Радио Свобода», BBC, Deutsche Welle и многие другие поддерживали чеченский народ. Поддерживали. И после этого Россия незаконно в 1993 году, когда чеченский народ в 1991 избрал президента парламента, в 1992 году принял 12 марта свою конституцию, в 1992 году 13 марта на следующий день страна, входящая в ООН, Грузия, признала Чеченскую республику. Это о том, что признано или не признано. В июне 1992 года, то есть буквально через 3 месяца буквально, Россия вывела все свои военные подразделения с Чеченской республики. В 1993 году, 12 декабря, когда Россия приняла свою конституцию, то есть через 1,5 года после принятия Чеченской конституции, после того, как уже прошло почти 3 года или 2 года с момента распада Советского Союза, незаконно вписала нашу страну в свою конституцию. И на основании этого
через год на годовщину своей Филькиной грамоты под названием «Конституция Российской Федерации» совершила акт агрессии, широкомасштабный акт агрессии. До этого 3 агрессии она совершала. Затем, после кровопролитных боев, после стирания с лица земли городов и других населенных пунктов Чеченской Республики Ичкерия, столицы город Грозный Чеченской Республики Ичкерия, президент европейской демократической страны Джохар Дудаев был убит подло, вероломно после очередного покушения фашистской России и ее Федеральной службы безопасности. В это время в городе Москва находился президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. И мне эта ассоциация сегодняшняя с Аляской напоминает именно вот эту ассоциацию мне напоминает. Когда в обмен на то, чтобы тогда разваливали Югославию, и Россия не стала вступаться за Югославию, там шли бои в Боснии, там, в Приштине и так далее, и так далее. И позже потом были, и в 99-м Клинтон доводил до конца эту войну и развал Югославии. В обмен на уничтожение выбора законного волеизъявления, демократического волеизъявления чеченского народа, убийство тогда на тот момент более 120 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, убийство президента, огромного количества руководящего состава Чеченской Республики Ичкерия, еще раз европейского демократического государства, весь мир отвернулся. И сейчас я вижу то же самое. Сейчас в обмен на то, чтобы получить Сербию и сменить Вучича, я полагаю, исходя из того опыта, который был у нас, я вижу, что Путина оставляют, Федеральную службу безопасности оставляют и не будут преследовать. Да, они отдадут все, они готовы, они уже стоят на коленях. Путин давным-давно стоит на коленях. Почему гибнут украинские парни и девушки? За что они гибнут, если он уже встал на колени? До прихода к власти Дональда Трампа в 2024 году Путин неоднократно умолял администрацию Байдена и непосредственно Блинкена, чтобы они договорились с ними, пощадили их и так далее. Но вопрос доводился, до конца нужно было довести вопрос. Но пришел Дональд Трамп и посчитал, что мы пойдем другим путем. И фактически легализовал. И теперь пошла риторика, что можно от Крыма отказаться, можно это сделать, можно то сделать. Ну, конечно, сейчас предлагают условия, что Америка даст гарантии. Америка уже давала гарантии, когда забирала в 94-м или в 6-м году атомное оружие у Украины. Конечно, это была не такая гарантия, которая должна была быть. Но все равно какие-то гарантии же озвучивались. Всего лишь меморандум был. Фактически это был так. Да. Ничего страшного. Поэтому мне это напоминает вот эту ситуацию. Я вижу, что чеченский народ оставлен один. Чеченскому народу не помогают. Симулякры в виде разных представителей, которые изображают из себя там представители то демократии они, то представляют они радикальных исламистов, то еще кого-то представляют. Абсолютно не имеет значения. Они спокойно путешествуют. В Украине действует 5-я колонна КГБ, которая зазывала российские войска. Может быть, у американцев другого выбора и не было. Это тоже нужно сказать. Потому что внутри Украины действует мощная 5-я колонна и практически все политическое руководство, за исключением, возможно, Зеленского, который оказался в этой системе и играет просто по правилам, в которых он оказался.
фактически ничего не меняется. Это они зазывали русских, они давали гарантии Путину, Патрушеву и всем остальным, что вы только зайдите. Они прокладывали дорогу. Ведь много, ведь сами украинцы об этом пишут. Прокладывали дорогу, которая на самом деле была только на один сезон положена. Понимаете? Вот это, в этой связи я вижу, что Украина теряет, колоссальные убытки несет. Она истекает кровью. Я не хочу, чтобы Украина повторила судьбу чеченского народа. А что стало с чеченцами? Заключили перемирие, обманное перемирие. Сейчас это на словах что-то говорят. Мы же не знаем, как заключат перемирие Украины с Украиной. Понимаете? Любой военный. А почему Украина выстояла? Украина выстояла вопреки, а не потому, что там руководство Украины, там СБУ, политики что-то сделали. Нет, украинский народ встал, и ничего с ним нельзя было делать с этим. Все рассчитывали 3 дня, и не будет 2 недели, и не будет никакой Украины. Украинский народ встал. Вот он заявил свое слово. И ничего с украинским народом никто не может сделать. И на него я сейчас рассчитываю, и ему я верю. Тем, кто искренне борется. Но их обманывают. Появились лидеры. У нас, я вам расскажу, как было у нас. У нас за время войны появились лидеры. Не назначенные. И до войны у нас настоящая была власть. Никакая не симулякры. Самый настоящий, вы знаете, Джохар Дудаев был настоящим. Агаят Идигов, которого вы многие знаете, тоже был настоящий. И есть, как вы видите, всю свою жизнь он стоит на страже чеченских интересов, чеченского государства и народа. Хотя мог бы давным-давно это оставить. Многие оставили, у кого не хватило воли, силы, кто продался, кто сдался, кто устал. В конце концов, после Первой войны, когда был убит президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев, все, кто представлял уже русские спецслужбы, уже оценили, кто является угрозой для них. И их каждого отстреляли. Кто-то в аварии погиб, кто-то случайным выстрелом погиб. Все командиры, все демократы. Остались разные люди. Не всех удалось, конечно, убить. Но основной костяк, большую часть они убили. Давайте остановим сейчас войну в Украине. Давайте сейчас, уже русские уже на каждого имеют досье, на каждого лидера, на каждого командира, на каждого честного, искреннего врага фашистской России. Их будут убивать, их будут сажать, им будут подкидывать, их будут провоцировать. Но это все проходили. Вот что мне не нравится. Вот что я не хочу видеть. Крым перейдет в Турцию, вы увидите, я полагаю. Я ничего пока не утверждаю, но исходя вот из этих разговоров, что Крым нужно оставить, Украина оставляет Крым, а потом для того, чтобы там был порядок, туда вводится. Почему за все это время не уничтожен мост, как вы думаете, из Крыма? Почему? Удар наносился, проверяли слабые места. Нельзя было не одну ракету направить, а 10 направить. За все это время нельзя было уничтожить мост? Можно было. Мы же гадали, почему этот мост не разрушается. Я лично разные версии выдвигал. Теперь в нем более-менее очевидно становится. Как только останавливается там война, я вас уверяю, война начнется на Кавказе. И моему чеченскому народу отведена роль жертвы, которая будет представляться исламскими террористами. Да, чуть сейчас это утихло, сейчас пока украинские нацисты были на первом месте. И, кстати, тоже будут отстреливать каждого, потом обзывать их националистами, фашистами и так далее. И потом их тоже сажать, преследовать, там, азовцев, там, ну, разных всяких будут. Настоящих врагов России. А не фейковых симулякров. А некоторые симулякры, они настолько правдоподобно играют свою роль, что настоящему бывает просто немножко стыдновато. И он отходит в тень.
Потому что он не ради славы, не ради медали это делал. Вот что меня беспокоит. А так, конечно, я хочу, чтобы война остановилась. Ну а что делать внутри с агентурой, которая внутри Украины находится? В огромном количестве. И у них власть. А кто такой солдат на войне? Да, там он президент на войне. Там он герой, там он нужен всем. А когда война закончилась, кому он нужен? Никому он не нужен. Со своими проблемами, со своими болячками, психологическими проблемами. Он еще будет, еще незнание всей вот этой политической глубинной кухни, которая может так его закрутить, а уже рядом с каждым лидером, который уже определился, по логике, уже, наверное, куча агентуры собралась. Так бывало обычно. У этих лидеров, если быть до конца честными, очень тяжелые характеры, как мы понимаем. На то он и лидер. И очень трудно таким же лидером, с такими же взглядами людьми оставаться рядом с таким человеком. Потому что он жесткий, он принципиальный и так далее. И вот к этим людям представляется 10, 50, 100 подхалимов, которые делают все, как только он поднимет руку, поднимет бровь, скажет слово. Ему становится удобно, он им доверяет. И он оказывается в кольце врагов, в кольце симулякров. Это все было с чеченским народом. Понимаете? А если у него есть команда, которая есть, если на него нельзя никак повлиять, начинает влиять на команду. Кто-то из зависти начинает сотрудничать. Никто же не говорит, что это мы тут от ФСБ пришли, давайте работать. Это СБУ подойдет, это еще кто-то подойдет. Он представляет угрозу. Вот чего я опасаюсь. Вот чего я боюсь. Понимаете? Большому сожалению. И все это начинается с красной дорожки и пожатой руки. Понимаете? Вот откуда все это начинается. Потому что эта система сохранится. На Кавказе будет война. На Кавказе будет война против Азербайджана, Армении и Грузии. Исламские террористы, которых уже с Сирии, сектора Газа завозят туда. Иран, свои вот этих пропагандистов вместе с русскими активно работают. Турецкие представители религиозных разных организаций давно находились в Чеченской республике. И чеченский народ снова начнется работа над ним. Что вот это мусульмане, это террористы, а им будут рассказывать, много людей не нужно. Там уже обученные диверсанты, террористы уже есть. Они не будут это делать за идею. Одного человека. Это много раз было. Вот сейчас была передача у русских на канале. Они рассказывают, помните, одного российского террориста, СБУ, как говорят, дала якобы камеру, записывающее устройство в сумку. И он подошел, подал ему руку, и в этот момент произошел взрыв. Погиб тот, который к нему подошел, и тот, который совершал, по-моему, в Буче преступление совершал. И на основании этого, да, это же как бы фактически террористический акт. Я не знаю, взяла СБУ это на себя или нет, но это все транслировалось, показывалось. Фактически человек, который подошел и взорвался, а также взорвали, помните, еще одного пропагандиста, Z-пропагандиста взорвали, ему голову дали, бюст дали, его же бюст дали, в нем была бомба, задержали девушку. И вот эта ситуация, она фактически это теракт, это убийство и невинного некомбатанта, и для того, чтобы убить вот этого преступника. И сейчас ФСБ снимает видеоролик, где бабушкам даются сумки. И бабушка эта должна пойти, эту сумку кому-то подойти, и в этот момент она должна взорваться. Представьте себе, я уверен, это делает ФСБ. Это 100% методы ФСБ. Но они раскрыли таким образом, снимая вот это видео, раскрыли, как они из нас, чеченцев, делали террористов. Понимаете? Когда у тебя всех родственников взяли в плен, а женщине дают сумку и говорят, иди отнеси.
родственницей какой-нибудь, знакомой, обманом, может быть, кого-то в заложники взяли, еще по какой-то причине. Иди отнеси сумку. Она идет с этой сумкой, взрывается. Вот террористка зашла в толпу людей, ее взорвали. Ей не обязательно говорить, что там бомба. Иди отнеси это, принеси туда, сделай то. И вот они в этом ролике рассказывают, что это делает СБУ, они рассказывают. Но я абсолютно 99% я уверен, это ФСБ делает. И они всех этих бабушек задерживают. Вот как они это делают. И для того, чтобы начать войну на Кавказе, любого чеченца, молодого чеченца, чеченку, обвяжут взрывчаткой, дадут сумку, дадут рюкзак, отнеси, поставь. В Ереване взрыв, в Баку взрыв, в Тбилиси взрыв, в Зангезуре взрыв, в Нахичеване взрыв. Несколько взрывов. Появятся какие-нибудь представители, которые будут говорить: во имя Аллаха мы там это сделали. И все, больше ничего не нужно. И в Чеченской республике, Дагестан, они пытаются сейчас объединить вот эти республики для того, чтобы там создать исламское гетто. Понимаете? Такой анклав, который будет совершать теракты против Азербайджана. У меня написан текст, еще сырой, я его завершу и выложу обязательно, по поводу уничтожения самолета азербайджанских авиалиний над Грозным, где все пытались взвалить на Кадырова, на чеченцев, то есть, и одновременно, когда произошло нападение на этот самолет азербайджанских авиалиний, тролли российские, а я как человек, который уже достаточно долго занимаюсь этой работой и знаю, как все это у них происходит одновременно. Это происходило в отношении чеченцев-ингушей, чеченцев-дагестанцев, чеченцев-грузин. Это постоянно. Вот троллятина. Сразу же запускается информационный такой поток. Чеченцы ни при чем, азербайджанцы ни при чем. Но от имени азербайджанцев и от имени чеченцев российские тролли, ФСБшные тролли, пишут комментарии. Благодаря тому чуду, благодаря просто невероятному везению нескольким людям, которым удалось выжить в этом самолете, и профессиональным действиям пилотов, кстати, русских по национальности, которые погибли, самолет долетел через Каспийское море до Актау, до Казахстана, и сел на, к сожалению, не на плотную, не на твердую землю, а на почву, и поэтому разрушился. И много людей погибло, но некоторые выжили. Но мы, благодаря действиям, вот этим профессиональным действиям пассажиров, пилотам этого самолета, мы узнали, что этот самолет был сбит ПЗРК, ПВО, российским ПВО, Панцирь, по-моему. Понимаете? Люди, которые находились внутри самолета, получили осколки от шрапнели. А нам сразу начали говорить, казахстанские даже власти начали говорить, что там газовый баллон взорвался, еще что-то произошло. Это делается для того, чтобы азербайджанцев и чеченцев натравить друг на друга. Потому что азербайджанцы принимали беженцев чеченских, и мы, чеченцы, очень благодарны азербайджанцам за это. И у нас нет никаких причин ни на Азербайджан, ни на Армению, ни на Грузию нападать. Совершать против них теракты и убийства. Также чеченские бойцы, когда была армяно-азербайджанская война, во главе, по-моему, во главе или одним из молодым Шамилем Басаевым, защищали Азербайджан, сражались, погибали там. И азербайджанцы это помнят и благодарят чеченцев. И уважали до самой смерти и после смерти Шамиля Басаева. И у нас нет оснований друг на друга ругаться, ссориться и так далее. Но Ирану и России невыгодно, чтобы были американцы там и был Зангезурский коридор, который обкладывает Иран вокруг и полностью. И Иран теряет возможность и транзита, и контроля, и всего остального. А сколько азербайджанцев, которые проживают в России и за Россию, а сколько, как и кадыровцев, а сколько армян, которые веками служили этой России, которые пророссийские. Сейчас, слава богу, там демократический режим, и Никола Пашинян, я очень надеюсь, что эти люди услышат меня, и азербайджанцы услышат, и армяне услышат, и примут сейчас меры.
и примут Соединенные Штаты меры. Ведь Соединенные Штаты тоже не хотят, чтобы у них там был новый сектор газа, где будут взрываться и так далее. А в Чечне, в Ингушетии, Дагестане, которые сейчас прямо открыто они уже обсуждают, надо объединять, мы братья, мы братья, мы братья, мы всем людям на этой земле братья. Но у нас есть свое государство, Чеченская республика Ичкерия. И Дагестан часть России. Мы никакого отношения не имеем к России. Понимаете? И мы не хотим никакого отношения иметь с Россией. Мы уже имели опыт и помощи, и всего остального. У нас есть свое государство. Это государство нужно признать. Вот какие события могут сейчас разворачиваться. И украинцам нужно понимать, что если сейчас война останавливается, вся военная элита, сформированная вот в этом страшном аду войны, должна объединиться, не расходиться и создать политическую элиту. Не знаю, как это будет возможно сделать, но это нужно как-то сделать. Давайте я почитаю ваши комментарии, друзья. Тогда в 22 году надо было сразу отказаться, не было бы войны. Да, Эркин, совершенно верно, но, понимаешь, ну, посмотрим, это решает украинский народ. Это ни Зеленский не решает, ни Трамп не решает, никто это не решает. Это решает его величество, господин украинский народ. И он показал своей кровью, что он будет это решать. И пока они сражаются, растут молодые волки, молодые парни, девушки, которые видели эти флаги по убитым на Крещатиках в центре Украины. Видели все, что делала Россия против них. И они очень мотивированы. И, конечно же, если украинский народ не захочет, никто не заставит ни Крым отдать, ни Донбасс, ни Луганск. Но войну можно остановить. Можно остановить. Решать украинцам. Мне не надо, я не буду говорить за украинский народ. Понимаете? В Сербии какой день уже беспорядки? В Сербии уже, я же только что сказал, с 14 августа беспорядки. Уже 4 дня, 5-й день. Статья 134 Конституции Украины. Крым является неотъемлемой частью Украины. Да, Валентина, и на этом нужно стоять. Но украинцы истекают кровью. И решать это украинцам. Как это сделать? Нужно принимать меры. Хитрые меры, умные меры, но какие-то меры. И решать должны настоящие патриоты, лидеры. Но если остановить войну и провести выборы, для того, чтобы провести выборы, да, мы про демократию говорим, да, народ решает, и народ Украины показал, что народ решает. Но если у вас нет денег, если у вас нет поддержки, чтобы всем людям донести эту информацию. Вот я, например, с первых дней защищаю Украину. Уже 6-7 год у меня этот канал. Украинская СБУ передавала ФБР мой канал за то, что я представляю угрозу. И был один американский инвестор, который по делу Магнитского, Браудли его фамилия, благодаря тому, что его канал тоже начали заносить в список как опасно для Украины, представьте себе, ФБР в Америке начал расследование, и тогда мой канал вытащили оттуда. Представьте себе, мой канал запрещен на территории фашистской России, и мой канал украинцы запретили. Не наш президиум правительства, Аят Дудаев, Алла Дудаеву иногда приглашают, не меня, мы запрещены на территории Украины. Но все симулякры, которые представляют из себя там исламистов, хотя они никакие не исламисты, это агенты ФСБ, они на Украине выступают, на украинских каналах, имеется в виду. Они с ними разговаривают, ну и все отлично.
Закаев там, Кутаев там, еще какие-то там люди, у Гордона там сидит глава СБУ Малюк и говорит: Гордон это такой, это наш Владимир Соловьев, как у России, он очень им не нравится. Так неужели у вас не нашлось другого Владимира Соловьева, уважаемый Малюк? А? Вы практически прикрыли его, сказали, что это ваш человек. Я не сомневался, что это агент КГБ СССР, КГБ УССР. Нисколько не сомневался. Но то, что он делает, я вам скажу, в чеченском вопросе, это катастрофа просто. А много еще что можно было сделать лучше. Сколько в Украине были вот этих пропагандистов? От Арестовича, Невзорову гражданство дали. Это же позор просто. Позор Украине. О чем можно говорить, если Невзорову дали гражданство? О какой победе можно говорить, если матерому преступнику Невзорову, которому клейма ставить не было, это просто отец пропаганды фашистской России и КГБ. Ему дали гражданство. Украина просто этим себя просто опозорила. Только одним этим фактом. Не Украина, а тот, кто дал этому мудаку гражданство. Мудаку и преступнику. Добрый вечер, Томас, добрый. Так, валейкум Шамиль. Выборы должны быть открытыми, а не тайными. Так, дело в том, что для того, чтобы эти выборы стали открытыми, а не тайными, у вас, например, у того же Залужного, должны быть деньги. Готовы ли инвестировать? А вон Порошенко и его люди сидят там, что-то рассказывают. Почему у Порошенко есть миллиард, а Украина берет у кого-то деньги? Как такое возможно? Все должны, все олигархи, когда нападает страна иностранная, все олигархи должны, у всех олигархов нужно все экспроприировать и отправить на фронт. Почему у американцев вы должны просить деньги? Смотрел недавно Соловьева про Азербайджан, говорил, что где он что-то вспомнил про права лезгин. С чего бы это так? Но лезгины тоже будут лезгиностан строить. Будут сейчас их поднимать, дагестанцев. Ведь Азербайджан, у нас нет границы с Азербайджаном, у нас граница с Грузией. И нападение на Азербайджан, на Армению, на этот Зангезурский коридор должны будут происходить с территории Дагестана. Для этого Россия сделает вид, что там поднялось какой-то мятеж, восстание исламистское. Заметьте, чтобы никто в мире их не признал. Создадут анклав такой исламистский. А там все российские спецслужбы, понимаете? Например, Дмитрий Кечкин, который сейчас является главарем банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Главный. Кадыров никто по сравнению с ним. Понимаете? Все управление находится у Дмитрия Кечкина, УФСБ. УФСБ по Чеченской республике. Он был заместителем УФСБ в Дагестане. Имеет огромный опыт в Дагестане, агентуру всю. Потом был в Ингушетии начальником. Там он всех пересчитал, построил как положено. Теперь перевели его в Чеченскую республику Ичкерия, оккупированную. Когда он был заместителем главы УФСБ по Дагестану, в это время как раз туда был из Америки вытянут Тамерлан Царнаев, чья мама была дагестанкой, аваркой. И там он получил обработку психологическую, 2 его друга были убиты, он стал исламистом и был подменен фокус. Он был патриотом Ичкерии, врагом России он был. Но ему уложили программу, что он должен быть вот на исламском, на мусульманском направлении быть. И фокус его вражды, ненависти
аккуратненько был с России перемещен на Соединенные Штаты. И способствовало ФСБ это сделать то, что Билл Клинтон находился в этот день смерти Джохара, гибели Джохара, убийства Россией Джохара Дудаева в Москве. И ему через Кавказ-центр и другие источники информации объяснили, что виноват в гибели. Через 16 лет после гибели эта версия начала муссироваться. Да, тогда он находился, Билл Клинтон, это был позор Америки. Позор Америки был. Президент европейской демократической страны был убит во время визита президента США в Москву. Был убит. О каком защите демократии, о каком лидерстве можно демократическом говорить, если это произошло? И Тамерлан Царнаев, который был патриотом, его брат, его семья была продудаевская, его младшего брата назвали Джохаром. Мы это все знаем. Это говорит о том, что они были абсолютно продемократические, продудаевские. И эти люди, этот человек, Тамерлан Царнаев, был через 16 лет после 95 года, 96 года после убийства Джохара Дудаева, был на Кавказ-центре, была вброс информация, что американцы стоят за этим. Кавказ-центр. Понимаете, что сделали? 2 человека убили рядом с ним, с его друзей, его знакомых. Один из Канады русский, один там еще один парень, с которыми он подружился в интернете. И читал он все время Кавказ-центр. Понимаете? И эта связь вся прослеживается. И Дмитрий Кечкин в это время находился замдиректором, замглавы УФСБ по Дагестану. И однозначно курировал это. Это по-другому быть не может. И после этого Тамерлан Царнаева Россия отпустила обратно выехать в Америку, когда она убивала только по подозрению, что человек просто опасен. Его 2 друга убивают, но его не убивают, самого Тамерлана. Ему спокойно дают пересечь границу, пограничный контроль, вылететь обратно в Америку. Почему так? Как такое произошло? Какая такая оплошность произошла? А Саид Амиров, который был мэром тогда Махачкалы, который был агентом ФСБ, после того, как ФБР прилетело в Дагестан и начало проводить расследование, был упрятан быстренько в тюрьму. И все, что принадлежало Саиду Амирову и его людям, его уже агентам, которых он порасставлял там в Махачкале, все прибрали себе по делам коррупции, начали. Именно Дмитрий Кечкин начал заниматься. То есть финансовую выгоду после этого извлек именно Дмитрий Кечкин. И Абдулатипов тогда пришел. И вместе с Дмитрием Кечкиным они зачистили всю бывшую Саидо-Амировскую империю. Либо возбудили дела и просто их оставили на местах, просто собрали денег. Вот вам версия про теракты и терроризм. И этот же теракт за торговлю, за обмен своими принципами, о которых говорил Бенджамин Франклин, жертвуя принципами ради выгоды, в итоге вы потеряете и то, и другое. В Бостоне произошел террористический акт, где 3 человека погибло и десятки получили ранения, в том числе с оторванными конечностями. Тамерлан Царнаев был убит, Джохар Царнаев находится сейчас в тюрьме, приговорен к смертной казни. А Дмитрий Кечкин, который сейчас возглавляет УФСБ по Чеченской Республике, будет управлять всей своей агентурой исламистской, которая у него есть. Других там нет, понимаете? Других никаких исламистов нет. Я вам сейчас очень интересный пример приведу, чтобы вы поняли. Я сегодня сделал видео, если вы не смотрели, посмотрите. И в ТикТок оно есть, и в Ютубе я его выложил. Где некий товарищ, который здесь, в Берлине, на акциях разных, там, он Закаева акции приходил. Везде вот эти какие-то политические акции он присутствовал.
И этот человек, ну, с бородой, там, с длинными волосами, иншаллах, машаллах, вот эта вся атрибутика вот этого радикального исламиста в нем присутствовала. Внешний вид такой крепкий, здоровый парень, такая там одежда такая, ну, ты посмотришь, ну, или бандит, или какой-то террорист, экстремист. Вот как типично выглядящий такой был. И я всегда им пытался объяснить, говорить, что вот это, что вы делаете, это программа России. Нам нужно выходить на нашу государственность. Ну, вот с самых первых дней. Я как сюда приехал, я только этим и занимаюсь. И вообще Ичкерию тогда надо мной смеялись, когда я говорил про Ичкерию. Какой Ичкерии уже давно нет, мы строим халифат, там, сейчас в Сирии мы всех победим, там еще что-то делаем и так далее. И вот этот человек... До этого еще один есть там, сейчас в Австрии проживает, вероятно. Тоже ко мне приходил, мы с ним митинг проводили, и он мне религиозную вот эту свою тему гонит. Я ему говорю, подожди, у нас есть государство, мы мусульмане, но у нас есть государство. В мире демократические государства, у нас демократическое государство. И он разочаровался в моей позиции, я ему не смог ничего доказать, и как бы я видел разочарование в нем, и он сказал, почему все, кто вы выступаете, обратите внимание, он мне сказал, все, кто выступает против России, вы все демократы. Вот что он сказал, они искали исламских террористов и радикалов, они не могут найти исламских радикалов. Это было, по-моему, в 2016 году это было. Может быть, нет, да, может быть так. В 17 году, может, я могу ошибаться. Вот в это время это было. И вот этот деятель, который я говорю, в Берлине, там, на митингах с нами, на акциях разных был, он тоже, вот весь такой исламский радикал на него посмотришь, вот просто мощнейший исламский радикал. Вот он сейчас вот, рюкзаки у них бывают для чего-то, ну такой вот вид такой, устрашающий. И... сейчас они, вот эти исламские радикалы, переделались в других радикалов. Теперь они призывают бросить на мусульман бомбу, атомную бомбу, не атомную бомбу, совершить геноцид, оскорбляют мусульман, провоцируют, и абсолютно другие люди. Но если ты разочаровался в религиозной вот этой радикальной идее, то тебе же не обязательно становиться врагом всех мусульман. И это только вот один случай. И таким, есть еще один там, который тоже известный деятель, который мне постоянно там за Ичкерию говорил, ролики делал, видео делал. Теперь он просто мусульман обезьянами называет. Это все фашисты, это всех там, это там, убивать нужно. Вот уже о чем начали говорить. Это уголовное преступление, между прочим. И у меня уже есть хорошая папка на всех. Но дело в том, почему вот эти переобразования у этих людей происходят. У них нет исламских, чеченских, исламских радикалов, понимаете? Нету их. И они теперь, понимая, что они не могут завлечь вот в эту свою бешеную, абсолютно античеловеческую идею обычных чеченцев, свою агентуру они же не будут задействовать и потом ее уничтожать. Потому что потом агентура разбежится или будет бояться. Они всегда целыми остаются. Им нужны простые люди, простые наивные чеченские парни, которых они втянут в эту идеологию. И вот из-за того, что у них нету больше чеченцев, которых бы они могли втянуть и обмануть, даже молодых, они теперь переходят на другую сторону и теперь уже начинают оскорблять всех мусульман, чтобы спровоцировать любого чеченца, а потом сказать, это радикал. Это радикал. Смотрите, видите, я же просто демократ, я же здесь там ничего не говорю, не делаю. Просто я что-то сказал, ему не понравилось, он пришел там, мне что-то там угрожает или мне что-то делает. Понимаете, какая суть? Нету у них больше чеченских радикалов, чтобы они могли оболванить чеченцев. Поняли, чеченцы? Работа, которую мы ведем, обстоятельства, которые прошли за все это время, чеченцы поняли, что больше в эту уловку попадаться нельзя. И теперь они не просто от своего имени. Вот я вчера был там исламским радикалистом, не говорят они. И теперь я вас всех мусульман ненавижу. Он этого не говорит. Он говорит, мы
как бы европейцы, мы будем на вас сбрасывать бомбы, мы будем вам геноцид устраивать. Дядюшка Сэм, то есть американцы, говорят, что хороший мусульманин, мертвый мусульманин. И таким образом они проводят провокацию в целом против мусульман, и кто-то же, конечно, отреагирует эмоционально. Я надеюсь, что нет. Я сейчас предпринимаю меры по этому. Ролик записал. И дальше призываю распространить эти ролики. Вот такая работа против нас ведется. И она, по всей видимости, будет продолжаться. Потому что европейские правоохранительные органы, во-первых, не знают ни чеченского языка, ни русского не знают. Все переводчики с русского языка связаны с русней. Практически все, я не могу сказать, конечно же. Но большинство, это армяне и русские, в основном, где здесь, в Германии, занимаются переводами. Они связаны, психологи связаны, кто занимается чеченскими вопросами и так далее, связаны с русней. Обратите внимание, нападение с ножом, здесь в Гамбурге, второе нападение в Мюнхене с ножом. Психически нездоровые там женщины выскочили, там ножами начали бить. Это тоже не случайно. Не случайно, но это нужно кому-то заниматься. Никто этим не хочет заниматься, нет времени, не понимают, как заниматься. Многие просто не понимают, что происходит. Вот какая ситуация. Так, давайте продолжим. Были разные президенты Украины, но не было чеченца. Предлагаю Аяда Идигова пригласить в Украину и избрать как Рузвельта во время войны. Шамиль. В Украине найдутся свои люди, не волнуйтесь. У нас какие-то проблемы, я полагаю, да, сейчас со стримом? Да, у нас какой-то сбой сейчас идет. Я вижу, все, упали просмотры у нас. Стрим глушат. Да, Коха, скорее всего, глушат. Да. Стрим глушат. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Да. Стрим глушат. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Стрим глушат. Это значит хорошо. Мы делаем свою работу. Значит, мы делаем все хорошо. Миг, я понял, кто ты. Хватит уже писать. Хватит писать. Я понял, кто ты. Все отлично. Ой. У тебя классное имя. Так, скажите, напишите, если стрим у нас возобновился, пожалуйста, сообщите мне, как у нас стабилизировалось. Да, по-моему, у нас какие-то проблемы. Так, момент. Примем другие меры. Так, скажите, вернулись мы или нет? Пожалуйста.
Ни звука, ни картинки. Да, у меня тоже кружок. Вот так вот нас глушат. Вот так нам мешает. Было сейчас 700 посмотрело человек YouTube. Вот сейчас 72 только осталось. Это самые стойкие, видимо. Вот когда как правду преследуют. Вот как правду преследуют, друзья. Давайте, раз у нас пока в ТикТок работает, будем вещать тут, и в случае чего просто потом перезагрузим. Это потом... Да. Атаковали, да. Атаковали. Записи посмотрят, видишь, уже уходят люди. Так, сейчас я... Где у нас тут? Так. Момент, друзья, момент. Так, друзья, как там с чатом? Скажите, YouTube остановился у нас? Напишите, если что-то там стало лучше. Не восстанавливается. Вот такая вот работа ведется против правды, друзья. Вот такая вот работа ведется. И она будет продолжена. Они очень много сил туда вложили. Да, мы разгадали их планы, мы их разоблачаем каждый день. Но эта работа ведется. И столько у них кадров задействовано, столько уже у них процесс большой идет, что это очень сложно как-то остановить. Но мы можем не участвовать в этом. Для этого мы должны быть информированы. Мы должны знать, о чем они говорят. Именно для того, чтобы вы не узнали, до чего я докопался, какое расследование я провел. Они вот постоянно мешают. Какой-нибудь наш стрим постоянно подвергается более-менее интересный стрим или какой-нибудь болезненная для них тема. Моментально происходит атака. Моментально происходит атака. Вот на YouTube мы 100 тысяч у нас просмотров уже показывает. Было около 800, даже больше, чем 800. Смотрела, и все, сейчас 63 смотрят, и, видимо, не включается в YouTube. Но мы продолжим здесь. Я им написал, чтобы переходили сюда, но люди пока найдут, некоторые не умеют пользоваться, и так далее, и тому подобное. Друзья, такая вот интересная загогулина. Интересная. Но мы продолжим наш стрим. Сейчас мы посмотрим, как у нас... Сколько у нас идет? Час 18 идет стрим. Мы продолжим. И потом я этот стрим выложу в YouTube. Хотя уже потом это будет не актуально. Потому что сейчас, когда люди заходят, там интересно смотреть в прямом эфире и так далее. Так, на чем мы остановились, друзья? На чем мы остановились? И прокуратура.
Мне некоторые тут рассказывают, про меня распространяют разные слухи о том, что я против мусульман, другие говорят, я исламский радикал. Одни говорят, что я работаю на Моссад, другие говорят, ну это российские все спецслужбы говорят. Другие говорят, что я работаю на ЦРУ, на БНД, на еще на кого-то и так далее. И вот сейчас тут мне заходят, и люди вот пишут там, ты мусульманин, не мусульманин, это они так отвлекают. А мне хочется спросить, вот люди сидят, российские вот эта агентура сидит, и на всех мусульман, на ислам, ну просто это запрещено, понимаете? Ни на христиан, ни на иудеев, вообще на религию, ни на одну группу нельзя вот так наезжать, оскорблять, унижать, провоцировать. Это категорически запрещено. Это запрещено основными законами всех европейских стран. Это уже давно, это на России еще можно, и тебе ничего за это не будет. А здесь за это очень серьезно прилетает. И вы видели, здесь в ТикТоке сидят люди, вот с такими бородами. Один из-за бороды там сбежал, другой там супер воин, там супер, короче, вояка. Другие там, и все с бородами, все супер мусульмане. И мне всегда, а ты мусульманин? А где ты мусульман? Почему ты за демократию? А почему ты за Ичкерию? Почему у тебя бороды нету? Почему этого нету? Так вот, вы теперь можете быть свидетелями, я долго ждал специально, вот сколько вот этих пропагандистов сидят, рассказывают, на мусульман гонят, там, как просто провоцируют конфликты и провоцируют вражду и ненависть. И я ждал, смотрел, ну кто, ну соберите 2-3 тысячи евро, возьмите адвоката, подайте заявление, там, даже столько нет, 1000 евро собрайте, подайте заявление в полицию просто, в прокуратуру, в спецслужбы. Понесите, отдайте документ, скажите, вот, смотрите, эти люди оскорбляют всех и вся. Вы же супер мусульмане. Ни один этого до сих пор не сделал. И сегодня я уже не выдержал, составил заявление, написал текст для видео, сделал видео и выложил. Ни один, ни зритель, ни блогер, которые из-за бород, они там супер пострадали, супер они мусульмане и так далее. Вот и делайте выводы, насколько они тогда мусульмане. А нужно для чего это? Нужно, чтобы чеченцев поднять, спровоцировать. Понимаете? Спровоцировать на конфликт, либо представить нас здесь, таких врагов мусульман и так далее. Все, кто за Америку, почему же говорит дядюшка Сэм там туда-сюда, все, кто за Америку, это просто, это те говорят, что американцы, дядюшка Сэм сказал, живой, мертвый мусульманин, хороший мусульманин, мертвый мусульманин. Представьте себе, такая вопиющая просто наглая ложь. И получается, все, кто здесь в Европе находится, они враги. И те чеченцы, которые находятся в оккупации, в заложниках у России, которых сейчас ограничивают WhatsApp'ами, интернетом, всячески ограничивают их, вот эти люди будут подготавливаться психологически, что мы здесь уже потеряны, для тех чеченцев, которые там, что мы уже тут враги мусульман, и им ничего не остается, вот как стать террористами, которых будут сейчас, не будут, обрабатывают десятилетиями. Россия люто ненавидит чеченцев. Люто все, что связано с чеченцами. Наши традиции, наши законы, наша культура, наша религия. Все, что связано с чеченцами, ФСБ люто ненавидит и борется с этим. И всегда боролась с этим. Но по какой-то невероятной, странной причине она настроила мечети по всей республике. Так много этих мечетей, что даже, я не знаю, школ столько не найдется. Детских школ, где дети ходят в школу. Понимаете? Для чего они эти строят мечети? Зачем они строят сейчас квартиры и из сектора Газа привозят этих всех непростой народ? Простой, обычный народ, если бы они везли, я бы не был бы против, который пострадал, беженцы. Мы сами беженцы.
не простых людей, а функционеров, пропагандистов, вербовщиков, имамов, там разных вот этих, там имамов нет, это специмамы, спецмуллы. Вот их всех семьями, со всеми их туда привозят, они будут из них святых делать. Будут пропаганду нам рассказывать, какие-то святые люди, они пострадали от там вероломного Израиля, от вероломной Америки пострадали. И вот эта Америка пришла в Зангезур, и там же евреи, там какой-то знак они найдут еврейский. Да, там евреи, и вот эти скажут, надо, с той стороны Иран будет, с этой стороны будет наша бедная Ичкерия, которую весь мир бросил. И вот нас уничтожают. Валейк салам, башкирский кумыс. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот интереснейшая ситуация. Но у нас нету, не работает, короче, у нас YouTube, придется завершать. Ну, нужно признать, около 100 человек минут 20 просидели верно, не уходя, в надежде, что я восстановлюсь. Нас нужно всего лишь 20 человек, понимаете? Всего лишь максимум 10, 20, 30 человек для того, чтобы вести наш народ. Понимаете? Искренних, честных, надежных, верных. Все. Малая группа всегда вела. Все народы всегда. Малая группа интеллектуалов, смельчаков, патриотов. Она вела свой народ всегда. Выводила его. Сейчас наш народ, оказавшись в оккупации, оказавшись инструментом в руках террористической банды ФСБ, вот оказывается вот в такой ситуации. И вы видите пример. На территории России запрещен наш канал, YouTube канал. На территории Украины сейчас уже разрешен, но какое-то время нас заносили. Это было очень оскорбительно для меня, который бросил всю свою прежнюю жизнь для того, чтобы поддержать Украину, выехал в Европу. Здесь столько митингов, акций, поддержки делал. И выяснилось, что мой канал, который просто уже загибался после того, как вот этого Браудера... Он там что-то написал, начал там выявлять, выявили мой канал, вытащили. И сразу у меня канал начал расти. Сразу украинцы у меня на канале начали появляться, которых долгое время не было. Вот как борется КГБ СССР против правды. Вот с чем вы столкнулись, украинцы. Ваш враг не только тот бич, который из зоны или из вокзала доставлен и вам брошен в мясной штурм. Но ваш враг находится в том числе внутри страны. Но их не так много, их можно победить. Рассекречивание архивов, люстрация всех, кто работал на КГБ СССР, КГБ УССР. Всех, никаких заслуг, никаких медалей, ничего. Домой. Я не о расстрелах говорю, не о посадках. Я говорю домой просто. Ты никакую должность не занимаешь. Украина уже сформировала элиту, военную элиту. Пускай они недостаточно грамотные. Это плохо, нужны грамотные. Можно просить, англичан просить, американцев просить, из-за границы привозить. Как правильно тут сказал Шамиль, наш президиум попросите. Я вам гарантирую, украинцы, если вы этот президиум, Аяда и Дигова, Алла, там еще много людей у нас там. Просто не все имена можно называть. Вот эти люди будут настоящими вам братьями и защитниками Украины. И они знают, как побеждать Россию. Если вы хотите победить Россию, спросите тех, кто это уже сделал. Они побеждали эту Россию. Они ее ставили на колени. Огромную ядерную державу эти люди поставили на колени. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот интересная.
Ладно, друзья, вы комментарии не пишите, я смотрю, все, затаив дыхание, смотрите наш стрим, но не пишите комментарии. На этом я свой стрим сегодняшний закончу. YouTube наш, они сорвали стрим. Но завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Человеком, который стоял у истоков создания нашего государства, ближайшим соратником Джохара Дудаева, настоящим, не фейковым, которых там в Украине принимают, а настоящим. Поэтому все будет Ичкерия, слава Украине. God bless the United States of America. Адикёль маш ойл. Но уже поздно, говорит, Кова, ты сюда пришел. Потому что я видел то, что ты там писал. У нас сбои произошли там. Я, в принципе, особо много не сказал того, что я там сказал. Я пытался восстановить стрим, но так и не получилось у меня. Произошла какая-то серьезная атака. Так бывает, когда мы говорим болезненные вещи. Но я думаю, я успел сказать то, что хотел. Всего хорошего. Адикёль маш ойл. Вива Грузия. До свидания.